Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа ознакомился с ходом строительства аэропорта в Балканском вилаяте. Объем транзитных грузоперевозок через Туркменистан превысил 417 тысяч тонн. Туркменские футболистки узнали соперниц в отборе на Кубок Азии 2026 и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Балканский вилаят ознакомился с ходом строительства нового международного аэропорта в поселке Джебел. Воздушная гавань, находящаяся на завершающей стадии строительства, призвана укрепить транспортно-транзитный потенциал страны и увеличить объемы груза и пассажироперевозок. В ходе инспекции состоялась пробная посадка самолета для испытания взлетно-посадочной полосы. Объем транзитных грузов через территорию Туркменистана составил 417 340 тонн. Количество посадок транзитных воздушных судов превысило 5960. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки национального лидера туркменского народа в Балканский вилаят. Значительную роль в наращивании объемов международных грузоперевозок сыграло подписанное в апреле 2015 года межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Туркменистаном и Люксембургом. В результате крупнейшая европейская авиакомпания Cargolux начала осуществлять грузоперевозки по маршруту Люксембург-Туркменбаши. Туркменистан активно участвует в реализации международных транспортных коридоров, в том числе по маршрутам Европа, Кавказ, Азия и Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Турция. Эти проекты способствуют укреплению авторитета страны на мировой арене как важного транспортно-логистического центра регионального и континентального значения. Посол Туркменистана в Грузии Давлет Сейтмамедов провел встречу с руководителем информационной службы общественного вещателя Грузии Экой Шанией, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества между СМИ двух стран. На встрече был отмечен динамичный характер туркмено-грузинских отношений. Особое внимание было уделено культурно-гуманитарной сфере сотрудничества. Председатель агентства Туркмен Ховайоллары Довран Сабуров провел встречу с послом Республики Индия в Туркменистане Мадхумитой Хазарикой Бхагат. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере развития устойчивых транспортных систем и гражданской авиации между двумя государствами. На юго-западе Исландии началось новое извержение вулкана на полуострове Рейкьянес. Специалисты пока не могут с уверенностью сказать, достигнет ли магма поверхности Земли. Местные власти уже провели эвакуацию населения из опасной зоны, однако, по сообщениям полиции, 8 жителей отказались покидать свои дома, несмотря на потенциальную опасность. За последние 4 года на полуострове произошло уже 8 извержений, причем 5 из них были зафиксированы только в прошлом году. В Белом доме планируется убрать магнолию, посаженную около 200 лет назад 7-м президентом США Эндрю Джексоном. Об этом сообщил Дональд Трамп в своей социальной сети Trust Social. Действующий глава государства обосновал свое решение ужасным состоянием дерева и потенциальной опасностью, которую оно представляет у президентской резиденции. По словам Трампа, работы по вырубке магнолий запланированы на предстоящую неделю, а на ее месте появится новое, очень красивое дерево. Президент добавил, что древесина исторической магнолии будет сохранена, и персонал Белого дома сможет использовать ее для других высоких и благородных целей. Женская сборная Туркменистана по футболу узнала своих соперников в отборочном турнире Кубка Азии 2026. По результатам жеребьевки туркменские футболистки попали в группу С вместе с командами Мьянмы, Бахрейна и Бангладеш. Отборочные матчи в этой группе пройдут в централизованном формате с 23 июня по 5 июля в Мьянме. Финальный турнир с участием 12 сильнейших сборных континента состоится с 1 по 21 марта 2026 года в Австралии. В Киеве прошел международный турнир по смешанным единоборствам World Warriors Fighting Championship в рамках нового сезона лиги WWFC. В октагоне сошлись бойцы ММА из Туркменистана, Украины, Азербайджана и Молдовы. Уроженец Туркменистана Бабагельды Халымов, выступающий в весе 84 килограммов, одержал победу в поединке с украинским спортсменом Яковом Ануфриевым. Бабагельды одержал досрочную победу в первом раунде. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.